Сложнейшая операция по удалению опухоли головного мозга, химия и лучевая терапия. Все это выпало на долю маленькой Юлечки Разумовой из Эжвы. В одном из федеральных центров в Москве девочка пролежала почти 8 месяцев. Сегодня малышка с мамой снова отправились туда на обследование. Ребенку необходимо сделать контрольный МРТ. У нас в коме таким маленьким детям его не делают. Для Юли это обследование будет бесплатным, но семье нужны деньги на специализированное питание и расходные материалы для обслуживания трахеостомы и гастростомы. При помощи этих приспособлений ребенок дышит и питается. Средств у мамы, которая сегодня воспитывает двоих детей, нет. Светлана Некрасова подробнее. Юлечке нет еще и 2 лет, но взгляд у нее как у взрослого человека, все понимающий. Вместо звонкого смеха и горького плача только хрип. Лишь слезы на этом маленьком личике показывают, когда девочке плохо. К трахеостоме, приспособлению на шее, которое помогает дышать, малютка уже привыкла и даже не пытается возражать, когда мама начинает чистить аппарат от накопившейся мокроты. Это санация трахеостому, чтобы она легче дышала, потому что мокрота все собирается, слюни. И так до 6 раз в час. Поэтому портативный аппарат для обслуживания трахеостомы весом в 6,5 килограммов маме Юлечке приходится брать и на прогулке. Она говорит, беды ничто не предвещало. Девочка родилась абсолютно здоровой, развивалась, как все малыши. В 10 месяцев уже говорила мама, и баба крепко стояла на ножках и пыталась ходить. Но счастье закончилось в один миг. В том году, 2016 года, осенью, нам поставили диагноз миозит. У нее наклон был влево головы. То, что я забила тревогу, я обратилась в поликлинику, нам вот это все выставили. Но к концу года диагноз ухудшился. Держалась температура. С этим диагнозом мы поступили в ДРБ города Сыктывкара. 6 января нам озвучили диагноз. Гидроцефалия, опухоль головного мозга. Диагноз стал для меня роковым. Сложнейшая операция в московской клинике имени Рогачева длилась почти 13 часов. Затем долгие месяцы лечения с химио- и лучевой терапией. Реабилитация помогла ребенку снова встать на ножки, но из-за опухоли были нарушены глотательные и дыхательные функции. Кроме трахеостомы, Юлечке установили еще и гастростому. Через нее при помощи шприца малышка получает специализированное питание. Нужда в этих приспособлениях отпадет только тогда, когда опухоль будет полностью побеждена. Структуру этой опухоли. Вот. В данном случае очень сложная опухоль, которая очень тяжело поддается на лечение. Но первые проведенные курсы химиотерапии показывают, что эффект от лечения есть. Опухоль уменьшилась в размерах. Ее полностью удалить, к сожалению, не удалось. Поэтому теперь надо ее попытаться уничтожить с помощью химиотерапии. И первые курсы показали, что эффективность химиотерапии есть. Мама Юли снова собирается в дальнюю дорогу. Салфетки, заглушки для катетера, шприцы для питания и специальные смеси – все это еще во время первой поездки в Москву Ольге Разумовой предоставил фонд Константина Хабенского «Подари жизнь». Но расходные материалы заканчиваются. Нужно приобретать новые. Мама Юли надеется на помощь неравнодушных жителей. Ведь все, чего она хочет, это снова услышать, как звонко смеется ее доченька и произносит заветное «мама». Светлана Некрасова, Елена Кононова, Олег Жуковский, телеканал Юрган.